2 года подряд беру лицензию на бобра, и все неудачно. Какого-то жука назвали короедом. Настоящий короед — это бобер, блин. Лесоруб, мать его, за ногу. За ночь так объел. На воде ничего не видно, лист кипит, булькает. Бобры андаты туда-сюда шастают. По одной простой причине. В октябре у нас уже дюже короткий день становится, а ночью никак ты его не увидишь, как он плавает, ныряет и грызет. Поэтому решил перейти в этом году на капкан для поимки этого бобра. Обстоятельства меняются не по дням, а по часам. Капканы на бобра привезли. Так. Капканы пришли достаточно давно, но я их не трогал, потому что стояла не очень хорошая погода для ловли зайцев. -5, -10. Для зимы, конечно, это не крутая температура, почти -8. В такую погоду массово зайцы, конечно, не бегают. 2 раза близко к нулю было. Капитально температура скакнула вверх. Такую погоду зайцев не половишь. Но сегодня я посмотрел прогноз и немножко неожиданно для себя увидел, что в ближайшие пару дней будет мороз до -23. Открываем капканы. Такой момент точно нельзя упускать. Ну, целую толпу народа спросил, как они думают, можно ли поймать на бобриный проходной капкан зайца. Все стали в тупик. Ну, практика критерий истины. Куда-нибудь в кустах, в лопниках. Надеюсь, мороз будет и, надеюсь, тропы пробьет. Одиночных замучаешься ловить. Слушай, Лариса Батькина, собрался на зайцев. Капканы в масле. Зайцы чувствительные, они не подойдут. Ну, в чем проблема-то? Помыть надо их. Чем? Спиртом нельзя. Ферри? Ферри. Масло смоет? Во-первых, масло смоет. Точно? Да. А она тоже запах даст. Заяц не испугается? Я думаю, ферри оно выветрится. Масло у тебя на капкане, и оно будет пахнуть. А ферри у тебя смоется, прополоскается, и ничего пахнуть не будет, мне кажется. А как мыть? Набрать в ванну немножко воды, туда замочить ферри, это, накапать туда. А, слушай, там гели всякие свои. Если... Нет, лучше ферри, оно жир смывает, а то, что там у меня шампуни, гели, это... Если все вместе, шампунь, гель... Запах будет несмываемый. А, ладно, увидела. Ай, пошел мыть. Сережа, у меня ощущение, что эти капканы для кабана, для волка, для лисы. Они называются гуманные. Не знаю, в чем их гуманность. Я думала, когда ты выписывал, придут вот как эти раньше, зубьями там захлопываются. Ну, и всё. я при Союзе ими ловил, да, куницу. Они сейчас что, не продаются? Они, по крайней мере, для любителей запрещены. Поэтому будем издеваться над зайцами. Заяц смеяться не будет? Бедный заяц. Ох ты, ни хрен! Что-то я подозреваю, что это. Заяц перерубит зайца. Бобер-то он достаточно плотный, и у него шкура толстая, твердая. Его не перерубит. Насчет зайца я засомневался. Проблемы решаем по мере поступления. Сначала моем. Так. Говорят, она им холодная хорошо, так здорово. Так, ну, чтобы их закрыло, так ведь. Мне выдали ферри с запахом бергамота и имбиря. Легко смывается. Ну что, за родину. По крайней мере, пена пошла. Вроде масло в основном смылось. Ну что, Валерий Батьевич, не хочешь посмотреть новые? Ни хрена. Да, по-моему, тебе поменьше надо было брать. Да я даже не знаю. Вот это, наверное, крупноватый, 320 на 320. Вот 250 на 320, по-моему, первый сорт.
Хочу на зайцев поставить. В принципе, что петлю ставят, та же петля, что такая тяжелая и мощняцкая. Петлю-то можно в карман засунуть, а тут замучаешься, пока донесешь. Скажи, вот тут Вот-вот. пружин-то жать. Да. А ты, у меня-то была мысля сейчас зимой на зайц поставить, а я попробовал руками, ни хрена, это на снегу, что-то засомневался, это можно ли сделать? Сомневаюсь. Больно, А у тебя инструкции нет никакой? в интернете посмотреть надо. И хуже, чем медвежий капкан, елки-палки. Не говори. Вот это да. Стал думать, судя по мощности пружины, что вот этот, например, капкан зайца перерубит запросто. Но надо попробовать. Больно мощняцкий. Надо попробовать под нижнюю железяку что-нибудь сунуть, чтобы он знал. Однако. О, с первого раза не получилось. Ой, мышцу растянул. Вот те и зайцы охота. Ничего не сделал. А ты говоришь по своим маршрутам. Там по дороге, когда на старый свой сенокосный участок, А, там в двух местах тропы делали. Там в одном месте с одного леса в другой и прям под лапником. Вот я и думал, под лапник поставить. Снег, лапник, и там зайцы тропу делают. Всегда делали. Перебегая с одного леса в другой. Там лесок проезжаешь и выходишь такой лужок, где там березы растут, тыры-пыры. Там еще постоянно делают. Ой, По сути дела я не смог, сил не хватило. Это Ильем Муромцем надо быть, чтобы этот легкую согнуть. Ладно, не сразу Москва строилась. Как я понял, капкан прилично опасный. Ну, народная мудрость говорит, что надо учиться на чужих ошибках. Совершать капканы предохранительно обязательно. Когда берете капканы, складываете куда-то, не берите вот за это, пальцы оторвет. Абсолютно верю. Я только начал, кожу себе содрал с пальца. Вот эту пружину снизу поднимаем кверху, вот, зафиксировано на этом пружина. Утром почти минус 25. Это уже нормально. Зайцы должны забегать. Пора выдвигаться. Выезжаю не с утра, чуть позже. Чуть позже, в 10. Считай днем. Больно утром холодновато было. Надеюсь, солнце разогреет. Это во-первых. Во-вторых, взял только один капкан проходной 250 на 300. У него пружина слабее. Капкан, который я взял 300 на 300, уж больно мощняцкий. По-моему, зайца перерубит пополам. Нафиг мне куски мяса возить. Так что побалуемся одним капканом. На крайняк буду переставлять. Кстати, когда покупал, стал вопрос, какой проходной капкан взять. И хорошего ответа в интернете не нашел. В конце концов, один сказал, каждый исходит из своего опыта. Ну, 300-й сильно мощняцкий, поэтому, чтобы узнать, взял оба. Ну что, начнем? Так, еще и снег навалял. Давай. Ну, снегоходик, давай. Поработаем. Так, ну что, приступим к основному действию, которое надо будет сегодня сделать. Это зарядить этот супер капкан. Ай. В инструкции сказано, что надо снизу подтягивать. Дома снизу подтягивал, кожу содрал. Попробуем использовать для начала рычаг. Да, мощняцкий капкан. Стоять. Фу, начало есть. Только с третьего раза уловил один нюанс. Сначала пробовал крючок закинуть сверху. Но сила пружины такая, что я с двумя руками изо всех сил сжимаю,
вроде хватает на это, а третьей руки, чтобы крючок сверху накинуть, не хватает. Ну, кто долго мучается, рано или поздно доходит. Крючок закинул снизу, то есть двумя руками сжал и одним пальцем в легкую направил, и она зацепила. Странный капкан, странный. Ну что, в таком состоянии, надеюсь, довезу до места. Хочешь не хочешь, будет трясти, поэтому используем шубу. При минус 20 аккумулятор видеокамеры держит максимум полчаса. Поэтому используем пауэрбанк. Заряжается, заряжается. Ну, поехали.